на самом деле, после выступления такого ансамбля, мужского хора, теряешь дар речи. И задумаешься над тем, насколько богата наша республика талантами. В этом зале самые интеллигентнейшие, самые богатые душой и сердцем люди культуры и искусства. Вы душа народа, вы сердце народа. И не случайно во время своего выступления на разных конференциях и здесь, и в Москве, и за рубежом город Чебоксары называют сердцем России и душой России. Это ваш вклад. Примите от всей души, от всего сердца сердечную искреннюю благодарность за ту огромную работу, которую вы проводите в формировании духовной культуры, высокого духа патриотизма. Вы даете без остатка все, что вам дарил Бог. Искренне большое спасибо. Я хотел бы сегодня сказать и о том, насколько приятно, когда глава республики уделяет исключительно большое внимание культуре. Тот руководитель, какую бы должность он ни занимал, если забывает культуру своего народа, единство своего народа, душу и сердца народа, он быть настоящим руководителем не может. Самое сложное время, трудное время, столько проведено мероприятий в республике. Я сидел с вами вместе и наслаждался, видел фильмы, которые показали, где источник радости на селе возрождается, где нет дома культуры, дворца культуры, где нет школы, там нет будущего у этой деревни, у этого села. И наша глава, наш новый министр находится на верном пути. Вы настоящий помощник, вы должны еще лучше работать, еще лучше пахать и показать пример. Вы это делаете. Спасибо вам за это. Сегодня то, что вы собрали такой коллектив, а где раньше собирали? Не было. Где присутствуют аксакалы, где присутствуют молодые, где присутствуют все те люди, которые, не жалея себя, делали все в течение десятилетий для нашей республики и при советской власти, и современной России. Это вы являетесь настоящими истинными патриотами Чувашской республики и Российской Федерации. Я перед вами преклоняюсь. И, наконец, завершая, я скажу, дорогие друзья, без культуры, без искусства будущего нет. Как бы другие отрасли о себе не говорили, что они значимые участники дела. Это важно, все отрасли важное место занимают. Но культура, искусство является основой всех благ, всех достижений, всех успехов. Иного Богом на этой земле не дано. Успехов вам, дорогие друзья! Счастья вам! И я предлагаю поднять тост. Мы имеем право стоя выпить за большую культуру, за большое искусство, за тех людей, за вас, которые определяют лицо Чувашии и лицо Российской Федерации. Где моя... Друзья,
творческий вечер. Слова спасибо Льву Пантелеймоновичу. Давайте поднимем бокалы, и пусть его пламенные речи обязательно станут правдой. И под звон ваших бокалов мы хотим пригласить на эту сцену еще один вокальный коллектив. И, пожалуй, это пожелание любви всем нам, наступившему в 2017 году. Для вас поет вокальный ансамбль «Сеспель». Встречайте! Но мы обязательно еще потанцуем. Тогда пусть вам, ребята! Добрый вечер! Вечная любовь, верны мы были ей, но время зло для памяти моей. Чем больше дней, глубже рана в ней. Все слова любви в измученных сердцах, слова мои слезы наконец, как поцелуй, и все тянется давно. Я уйти не мог.
Спасибо огромное дуэту солистов театра оперы и балета Татьяна Крученкова, Сергей Кузнецов. Шикарный дуэт. Слово предоставляется председателю Общественной палаты Чувашской Республики Алексею Алексеевичу Сутвенкову и председателю Чувашской республиканской организации Российского профсоюза работников культуры Светлане Валерьяновне Семедовой. Встречаем, друзья! Уважаемые коллеги, я могу вас так назвать, культура – это основополагающее, что формирует человека. И говорят, успех в жизни 99% зависит от воспитания. Культура, она объемлющая. Сегодня мы видели прекрасные выступления солистов, детей, самодеятельных коллективов. Вообще, культура – это, наверное, это наше еще с вами поведение. И ваша деятельность, она помогает нашей республике, тем людям, которые проживают на территории Чувашской республики, разным национальностям, познавать друг друга. И, наверное, вот когда несколько месяцев назад у нас здесь, в Чувашии, вот в этом театре, прошел конгресс народов, значит, проживающих на территории Чувашской республики, мы увидели, насколько она самобытна и многогранна. Я от имени Общественной палаты, всех наших общественников хочу вам выразить сердечную благодарность, что вы своей деятельностью делаете нашу жизнь очень многогранной, насыщенной, что мы, приходя к вам на спектакли, слушая ваши песни, ваши исполнения, мы становимся богаче, счастливее, и нам есть, и гордимся тем, что мы проживаем на территории Чувашии. Спасибо вам за вашу работу, за ваш труд. С праздником вас! Всего вам самого-самого доброго! Дорогие коллеги, уважаемые наши социальные партнеры, 16-й год для нас был действительно не очень легким, но мы надеемся, что 17-й будет для нас самым лучшим, самым хорошим, и мы надеемся на это, потому что всегда надежды должны сбываться. Поздравлений было много, я хочу только зачитать телеграмму из Центрального комитета нашего Российского профсоюза работников культуры. Председатель Цыганова Светлана Николаевна поздравляет всех нас, тружеников отрасли нашей культуры, всех наших социальных партнеров с наступившим новым 2017 годом. На пороге Нового года мы вместе строим новые планы, мечтаем о счастье, верим в новогоднее чудо. И пусть энергия наших благих мыслей направится по пути перемен к лучшему. Пусть в новом году вам откроются новые горизонты, покорятся новые вершины и намеченные цели обретут реальное воплощение. Пусть наступивший год будет для вас удачным и плодотворным. Желаю вам, чтобы Новый год был успешным в профессиональном плане и незабываемым в личной жизни, чтобы этот год принес вам новые возможности, свежие идеи и открыл новые перспективы. Пусть грядущий год принесет крепкое здоровье, процветание в работе, счастье, финансовое благополучие и стабильность в новом году, успехов в любых начинаниях и проектах. Пусть в новом году вас обходят стороной риски и множатся ваши доходы. Стоящие идеи возникают одна за другой, а новые проекты воплощаются в жизнь с легкостью. И, конечно же, мира и добра вашим семьям. Впереди большая ответственная совместная работа по дальнейшему улучшению социального положения работников отрасли, чтобы решать сложные задачи повседневности, защищать и отстаивать законные права и интересы работников культуры. Успешное решение всех существующих и грядущих задач возможно только в конструктивном диалоге, при позитивном и принципиальном подходе всех сторон социального партнерства. А в нашей республике для этого все условия созданы, и уровень социального партнерства мы
ценим очень высоко. Дай Бог нам всем здоровья, счастья и благополучия. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо. Следуя замечательной традиции Льва Пантелеймоновича, с удовольствием поднимем тост за ваше благополучие, здоровье, и за то, что вы есть такие замечательные люди. За вас, дорогие коллеги. Спасибо вам огромное за эти теплые слова. За вас, дорогие друзья, поднимаем бокалы. Чувствуется в зале теплая дружеская атмосфера, а главное хорошее настроение, которое плавно переходит в отличное. Дорогие друзья, хорошего настроения. Слово народному артисту Российской Федерации Петру Заломнову. Дорогие друзья, не так часто мы собираемся вот в таком коллективе, не так часто мы встречаемся и с артистами других театров. Если раньше, когда мы в одном здании работали, музыкальный театр и драматический, то мы как-то всех знали, близко довольно знали, смотрели спектакли, интересовались много. А сегодня уже вот так получилось, что мы как-то разобщены, и очень жаль. Что бы я хотел сказать сегодня на этом замечательном вечере, на котором собрались не менее замечательные люди. Я хочу сказать, что был комфорт работы нашей, на наших рабочих местах, в наших театрах. Вот вы знаете, мне 75-й год, будет в этом году 75. Значит, вот я уже года 3 ничего не делаю в театре, можно сказать. Ничего не делаю. У меня звучит голос, все это никого не интересует. И просто обидно. Вот. А годы-то уходят, а хочется еще показаться, хочется еще спеть. И очень жаль, что отношение такое, ну, лично ко мне, наверное, ну, я не буду вдаваться в это. И вот в ноябре я выступал с народными оркестрами в Ульяновске и в Пензе. Я что хочу сказать. Хорошо бы нам в Чебоксарах создать такой оркестр. Вы знаете, как здорово это звучит, это прекрасно вообще. Спасибо. Вот. Я надеюсь, что Константин Геннадьевич услышит и постарается, наверное, чтобы действительно, потому что здесь в кругу наших соседей кругом есть, а у нас нет. Обидно. День и ночь роняет сердце ласку, день и ночь кружится голова, день и ночь взволнованною сказкой мне звучат твои слова. Только разбивает жизни встреча, только раз судьбою рвется нить, только раз холодный хмурый вечер мне так хочется любить. Тает луч пурпурного заката, синевой окутаны цветы. Где же ты, желанная когда-то, где во мне будившая мечты? Только разбивает жизни встреча, только раз судьбою рвется нить, только раз холодный хмурый вечер
как хочется любить. Спасибо. Итак, дамы и господа, прошу любить и жаловать, поддержите молодое дарование. С праздником вас поздравляет студент Чувашского государственного института культуры и искусств Константин Новокшонов. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, и я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земных. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять, чтоб тебя на земле не теряли. Постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. В небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица
забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды вы были, как искренно любили, как верили в себя. Наконец-то мы видим вас, и это нас несказанно радует. Уже собралось трое. У нас председатели творческих союзов, а вот и вся пятерка в сборе, дорогие друзья. Давайте еще раз встретим их аплодисментами и послушаем их поздравления. Мында ваш президент Балама Гена Максимов, Геннадий Максимов. Профессионал писатель союзный председатель. Хабар газет прошли, редактор Нишуме. Тавана Марзен, Тельмеле Пызы Буявин. Тельмеле Бомбек Тельбулу и Лашкова Трас команда, культура министерства Шагамбек Пызы Шайра Шагамбек Тернас Мастер, Шенжула Шамбек Цельнини. Пәлдіребір, профессионал писательдің сөзі. Мұнда берін пәдімшілі құдауышқындар ашы. Пейдің ұмай, культура министерстве телеген пызық масштаблы. Кәлбулу зене, мероприятие, форум зене пейдің ұмай ғучыны бар. Уйрамақ пейдің союз, профессионал писательдің союзы. Үтіземізі, әседе құрмады біррейді. Шамбазы беккішті тұқса қаршы құмалды. Ебір ғод қалады. Шалгибек, Шагамбек масштабла культура мероприятийный писательзем кучынный пит. Калавика пулманда боль, шагудар пиде кучынды мыр, каждый форумах. Эскенгна галадат, мырдезен кунда земде берем председательзем, эскенжем нагла, Туана Марзен. Шаваш писательзем княгизине вуламан брагыр. Шаваш пулман брагыр, Туана Марзен. Кенеге вуламан жин манжын интересі бар. Шыны жыл я тебе даванны мырза. Үргаш бұлдары есеплі дұсем, іштешсем, композиторсем, писательсем, поэтсем, художниксем, артистсем. Шынақты. Шагамбек Тельбулу бол, Кәрсебек Алзасын. Онда ұтмыл жол, аллы жол Лашлегезен Дебор театрда. Аслы ару режимсен, Ремышку. Кәрсебек Алзасын, шын жывашлық Алзасын. Переде шын біріне хучештене ех была чакрибала. Ебет авны вашын культуры министерственне, Касатик Геннадьевич Чемалданах Сирия. Шагамбек Тельбулу дузабан уже пойдем творчество лазарусине. Республика Бушлахне, Хула Бушлахазине, Пурдеде, Бан, Калимеле, Лайк, Сувахсам Галарич. Куда ебір миллиард аланды жинчен, мен жинчен кинозым көрсі замында бар. Шыны жыл режимесіне Пурдеде. Шағында бол, шынақта, республика илені Бушлахны баян. Ибір бір бұлзасын, ибір культурна, искусственно центрат бір бұлзасын, Швашхалық был чымныбе негіжанда бітмес. Бір Иран шағындақ, творчество лазуесен, театр ещенесі бірлежеве, кебір кану кажер керет, бол бірін капустик сен, кажер шуқын задрайд. И бір бағаны шағында артесені Пурдеде ехранда ваппар, ну, пиде келестеген, ты творчество лазуесен женге, келбе бұлдараттар, и бір ялда халасене хабыл. Дорогие друзья, уважаемые, сегодня здесь собрались весь свет, мне кажется, Чувашской республики, чувашского народа. И я очень благодарен Министерству культуры, главе республики. Вот почтили они нас сегодня. Такого вечера за 33 года работы в театре это впервые.
на самом деле. Спасибо огромное. Ну а потом я хочу сказать лишь одно, что завтра у нас здесь будет еще один вечер. Это вечер Союза театральных деятелей совместно с Министерством культуры, вечер капустников. Приглашаем вас всех на вечер. Спасибо. С Новым годом! Всех благ, здоровья, счастья, любви. Не забывайте, приходите, художники, писатели, поэты на наши спектакли. А мы, на самом деле, будем читать и чувашскую литературу, и поэзию. Будем приходить на выставки открытия художников. Спасибо. Дорогаш Пурнеде, Чунахта Пиделаех, Паян Каш, Тельбулма, я бы сагал барбарин бедил была пар, идея хавасла, лара пар, на русском языке скажу, особо рад, вот сегодня концерт идет во время нашей встречи, да, я думаю, что уровень исполнителей наших с каждым годом все-таки растет он. Как бы мы ни жаловались на нашу плохую жизнь, не говорили, что тяжело, я смотрю на исполнителей, но радуешься, что появляются такие молодые певцы. Значит, я думаю, что есть будущее у чувашского музыкального искусства. Это меня сильно радует, и хочу вам всем пожелать, чтобы у вас не погас огонь в душе, чтобы вот этот творческий огонь нас двигал дальше. Я думаю, огромное спасибо, вот Михаил Васильевич ушел, хочу я сказать за то, что создали вот эти национальные радио, национальное телевидение. Я знаю, что в апреле будет уже на весь мир вещать наше национальное телевидение, и наша огромная ответственность, как мы будем показывать чувашское музыкальное искусство в мире, да? Вот эта ответственность, конечно, лежит на наших плечах. Я вам всем желаю, чтобы вот этот творческий огонь двигал нас вперед к новым вершинам. Здоровья всем! Видите, как мы уже тут определяемся, кто молодой союз, а кто молодой председатель. Дорогие друзья, с Новым годом, с новым счастьем обычно желают в эти дни друг другу все любящие, уважающие, друзья, люди. А я хочу вспомнить, что всякая культура, она начинается с истоков народа. Издалека течет река культуры, она проходит через нашу жизнь, она обязательно уйдет в будущее, через наших поколение наших детей и внуков. И, конечно же, самое приятное то, что ту традицию, которую зародило, ну, будем говорить, правительство нашей республики еще в 20-х годах, через Министерство культуры проходили многие реформы, многие изменения. И здесь присутствуют, к нашему счастью, представители, бывшие министры культуры, и мы их тоже от души поздравляем с наступившим Новым годом и с новым счастьем. Я от души хочу поблагодарить Константина Геннадьевича за то, что он перехватил в свои руки эту традицию и вносит в нее новые открытия, так, чтобы мы с вами действительно сближались и общались вот так свободно, близко, легко. Это мы ощутили, и мы этим живем. И мы считаем, что наша культура Чувашской Республики будет действительно известна во всем мире, широко и открыто. Тому свидетельство, что сейчас уже будет еще и новое телевидение. Ну а Союз художников Чувашской Республики обещает непременно встретить столетие нашей республики обширной выставкой. Как мы вам и обещали еще в прошлом году, Константин Геннадьевич, мы потихонечку, неторопливо готовимся к этому юбилею. Мы открываем конкурс в этом году портретов выдающихся людей Республики Чувашия для того, чтобы зафиксировать ныне существующих, бывших еще до вас деятелей культуры,
И, конечно же, у нас еще будет замечательный конкурс в конце этого года «История моего народа». Вот такие будут произведения на наших вернисажах. Мы вас ждем. Мы ждем в наших мастерских пообщаться, поговорить, поделиться своими желаниями. И пусть этот год внесет в наше будущее только счастье, только единение и только любовь. С Новым годом, с новым счастьем! Кезепле дусем, чинахтанде Чуваш Республикинде кинематограф бірлігі болти шамрыкки, шанбаде малдан астарахизи естерім. Епиде хава сирия бағында құрма, шан малданақ, кажалхейде кино жүлінде, шақ залараганзе пурнеде, пирен кинозене, тарлейші лары друземіктердемір, шаврасы делзем, Хача журнал зенде бюджетендемір, радио, телевидение, фестиваль земіктердемір. Шак әже ебір тұрымыр немелле, сиринбе бірле. Езір бұл мамбылны бұзан, шак әже баллах егамда тваймасты. Ундалар агазем курдия пардень паррезе. Пардень парре бері Кузьминична. Тек шукумбеке пулаймеде. Пардень парре Валерий Николаевич. Пурди езір, пурин беке деген ұллар, пурди езір талант. Пардень парре, сиринзер, пирин халық толық пулны бүлітсе. Вот паре шукка, ебір толық тұрзай ұлат бар. Пызык тавзере, пирин чаваш халығын пуртысне, ожы, ырылық парза бұныжы. Ебе уйрмақ тавды вашын библиотека естені зене. Районды культура пай бұшлығы зене. Пурде візен, ебірі кино жінде ештеген зене. Мәнде білін ұйтсан, яланақ пирен майлы бұлны. Негіжанда шук, пулмас, кайран кезек алынне білтмен. Шиде шулда да шамбегех пірле, туслы бұрнаса шан завтырады. Пызык тавгалашын ебе хамыр министра кіске вағытырақ Константин Геннадьевич пиде нума ессем дұры. Вот еп дегамынай көрендері шынмар, анжақта шак иге вежі жылушынде чуваш кино ішченезем кыжанданба үмітленіне хамырын кыван чуваш кинофестиваль не бол бұлышны бедергілезі адымыр, азам дұрымыр. Бұл бұлышны бе, бұл кирліз Максим Галаны бе, пирен патшалық пышлығы, қаланет чуваш патшалық кино студияне ергелері. Ол кәлінмелі ебір өмірге егіш бұғайлы үмітленмен чеге. Вот бұл деват татса бәдеш. Хварак біледер кыжандан байын де пирен Шамырсен театры, шуттырте, онадаға шуттупса бәдеш. Пызық тау, Константин Геннадьевич сире, ұрлық сылық келей зунатты. Пурнеге Чуваш Республикинде кино сенезен ядебе, малашнеде жагмек Хевелбек ожы болыр, Шолгушбек таза болыр, Улықбек баттыр болыр, сирен пулдарылық шөлі яланақ тағыр болыр. Ну что ж, уважаемые гости, уважаемые председатели творческих союзов, мы говорим вам спасибо и аплодисментами провожаем на ваши почетные места за столами. Но сегодня, в этот прекрасный вечер, мы готовы вам раскрыть небольшую тайну. Дело в том, что в нашей республике не 5, а 6 председателей творческих союзов. И это мы раскрываем вам только сегодня. Даже Константин Геннадьевич слегка удивился. Как-то да. Итак, мы рады Раскрой представить секрет. вам и пригласить сюда, чтобы поздравить с Новым годом, председателя новогоднего творческого союза, то есть Дедушка Мороза. И мы не будем истошно кричать: «Дедушка Мороз, выходи!», потому что Дедушка Мороз точно знает, что вы вели себя хорошо. Здравствуйте, друзья! Рад вас видеть очень я. В этот светлый, дивный час я пришел поздравить вас. Борода моя седа и в снегу ресницы. Если я пришел сюда, будем веселиться. Ырыгаш булдырхи земле культура ещенезем, ырыгашки земле ханазем, сирепурзыра дашак, щитти жур уяббе саламлас келет, бұрымгүн жол сулас келет, ырлық сылық келей. Яланах сиршутлана эмесем, щитсе бычым, тавда буш. Прошел еще прекрасный год, в котором пелось и грустилось, а то, что в нем не уместилось, пусть в этом все произойдет.
Идут года, бегут часы, таков закон природы. А я хочу поздравить вас еще раз с Новым годом. Желаю вам от всей души в грядущем Новом годе здоровья, счастья, доброты, успехов на работе. Спасибо еще раз. Ну, до следующей встречи, гости дорогие. Давайте проводим дедушку аплодисментами. Дедушке так не терпелось поздравить всех с Новым годом. Ворвался буквально в наш зал. Спасибо, дедушка, пока! До следующего года. Снегурочка готовится встречать 2018 год. Нет, Подарки готовит. возможно, вам предлагают свою кандидатуру на роль Снегурочки. Да. Спасибо, дедушка. Мы продолжаем наш вечер в этом прекрасном новогоднем. Спасибо, Дедушка Мороз явился без подарков, потому что точно знал, что у нас есть самый роскошный музыкальный подарок. Дорогие друзья, сегодня в этот новогодний вечер с праздником вас поздравляет народный артист Чувашии Вячеслав Христофоров и девушка с очень весенним именем Марта. Встречайте!
Но в продолжении выступления такого шикарного дуэта на сцену хочется пригласить трио. И это трио очень солидных гостей нашего вечера. Встречайте бурными аплодисментами. Народный художник России Ревель Федоров, народный писатель Чувашии Юрий Семендер, народный артист СССР Валерий Яковлев. Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья. Как мы все поняли, формат нашей встречи торжественный, и поэтому я тоже постараюсь придерживаться этому жанру, но и, может быть, мне не удастся придержаться чистоте жанра, вы уж меня извините. Действительно, видеодоклады или наши поздравления наших руководителей настолько были сильные, интересные, душевные. Выступление Михаила Васильевича настолько эмоциональное, даже влюбленное. Вам, нам, и вроде бы и добавить-то нечего, но все-таки лично от себя я, конечно, хотел бы поздравить вас с Новым годом, с Рождеством. Геннадий Павлович уже говорил, завтра в этом же зале состоится еще вечер театрального содружества, все театры мы соберемся. Мы тоже, оказывается, себе умеем праздники создавать, не только людям. Хотя по призванию нашей профессии создавать людям радость и размышления. Ну а потом, завтра еще и Старый Новый год. А потом не забудьте, что продолжается еще святки, неделя святок. Енденде пирин хужера качагайман херзембур болзасын, сургуриги башлама васкар, качшымылы буласыне пілме булат, сарай, хурай, гваги, кытрай, кукшай, пурнеде пілме булат, васкар, сургури уяве, святки продолжается. Ну что, я поздравляю всех вас с праздником, со всеми праздниками. Конечно, вот в торжественный праздник о проблемах не принято говорить, несмотря на то, что впечатляющие достижения мы посмотрели, все равно проблемы же остаются с нами. Проблемы развития профессионального искусства и литературы должно быть в авангарде заботы не только нашей, но и всех органов властей. Это я хотел бы сегодня все-таки подчеркнуть, несмотря на то, что много делается. Я еще раз подчеркиваю, для развития профессионального искусства и литературы. Хочу вам напомнить, буквально через год, даже меньше, Первому Чувашскому драматическому театру исполнится 100 лет. Это не праздник Чувашского академического театра, это праздник чувашского народа. Основатель всего этого, конечно, Иван Яковлевич Яковлев, наш просветитель, и все его последователи, и Максимов Кошкинский. Мы благодаря им создали профессиональное искусство и литературу, и много всего. Давайте это помнить, быть благодарным и нести это, скажу известными словами, нести это знамя в будущее поколение. Я думаю, что мы могли бы обещать, что все высказывания сегодня руководителей, пожеланий и надежды мы постараемся воплотить в жизнь. Тем более, мне кажется, творчески это не трудно, потому что это наше призвание служить не только зрителю, служить своему народу. Удачи вам, успехов, осуществления вашей мечты. Спасибо. Заранее приношу свои извинения перед
взыскательным аудитории форума. Не умею громко говорить, но слова требуют распечатания. 21 век, который благоприятствует России и в экономике, и политике внешней и внутренней, и, естественно, нашей духовной жизни и культуре. Я поэтому обращаюсь к аудитории, деятелям литературы и искусства, создать произведение, достойное этой эпохи, которое принадлежит нам с вами, России, нашим детям. Спасибо за внимание. Бірінші бірін бір бұғыра шағынбеке бала болса тұтмытша. Тәрді жерден түрінді республикасын жән келіне қынасым, бірінінде шапла қалық бұталарында қалашар. Бұтларықшы башла қалашар. Партия обкомның секретарь Александр Петрович Петров қалады. Башла қалашыған сені ақылы ұлдашсем бірін бейде еркірен келіне қынасым нұмайшы күнда. Айдырға ұрышла қала шап бар деді. Ұрышла. Шауықтыра шапла қаланы не елсесін. Украинаран келіне чапла баяд. Борислав Павлович Степанюк көшеді. Кезепті обком секретаря. Тарвашын қыбырын шыннырсен еді, қынасен еді, шывашла қалашмалады құрға. Бірін шешпіл жылхимілі шыңғырдатса йоған шып бек өкті елгес келеді. Шылғыш бек шыңғырдатын елгес келеді. Шаплатусан пиделайх был на улице дера. Баян хитли был мана шваршилхиня кыштаха великимыш плана, вишимыш плана, дед ватмыш планалар махатланны. Килишли взять кайтары. Шабна малашники бубузинче, уявсинче туда илеш. Борислав Павлович калакын жохня. Вырысвал перебурне де унланаган шин, он же никшанда ангорар. Говорнче хешин дорожар. Шабна берин малашнете асарат видасша. Аплодите психофактор кашан. Бар вырыспаешь ширнасом голоса барамка. Вырыспаешь. Ни в благодушии ленивом, ни в блеске славы, ни в тени поэт не может быть счастливым в тревожные для мира дни. Веря пророческую лиру, он помнит из всего, что все несовершенство мира лежит на совести его. Тогда Бусиля. Спасибо вам огромное. Давайте проводим ветеранов отрасли культуры, отрасли искусства бурными аплодисментами. Огромное спасибо за теплую поддержку. Мне кажется, самый главный призыв, который прозвучал только что, это чтобы мы подарили новые шедевры, которые рассказывали бы о том интересном времени, в котором мы живем. Ну, знаешь, Элла, дело в том, что новое время диктует не только новые обычаи, но и новые жанры, в которых можно себя проявить. И поэтому я думаю, что сейчас на этой сцене появится человек, который пробует себя в этих новых жанрах, которые, скажем так, были не открыты ранее. Представим гостя. Мы представим гостя. Дорогие друзья, у нас сейчас должна быть совершенно уже, ну скажем так, расслабленная атмосфера. То есть, если мы говорим, это не обозначает, что нужно нас очень внимательно слушать. Можно общаться, можно поднимать бокалы, можно принимать волшебство, которое мы подарим прямо сейчас. Не отвлекайтесь, мы будем выходить и разговаривать сами с собой. И большая просьба ко всем, кто вдруг вспомнил, что у него дома появились какие-то дела. Не вздумайте уходить, пока мы не сделаем общую фотографию. А мы это непременно сделаем сразу после сеанса чародейства и волшебства. Это время пролетит абсолютно незаметно. Сразу небольшая просьба, дорогие друзья, спрячьте, пожалуйста, ваши золотые часы, украшения и все драгоценные вещи, потому что человек, который выходит на сцену, не поддается ничьему пониманию и может сделать абсолютно все, что угодно. Человек, который не верит в чудо, а мастерски им владеет. Встречайте, на нашей сцене иллюзионист Андрей Петров. Раз, два, три. Ну итак, дорогие друзья, добрый вечер. Здравствуйте, друзья. У нас сегодня с вами необычный день, день чудесный, день волшебный.
Совсем недавно прошел самый волшебный праздник года, это Новый год. И знаете, именно поэтому хотелось бы с вами, друзья, поговорить, наверное, о самом волшебном времени нашей жизни, а я думаю, что это наше детство. И, скорее всего, каждый из нас помнит, а лично я знаю, как в моем детстве было очень много разных волшебных книжек, читая которые истории из книжек появлялись прямо на моих глазах. Конечно же, все это было моей фантазией, но я принес с собой сегодня необычную книжку. Книжка необычная, она пустая, но немножко волшебная. Друзья, я предлагаю вам все вместе творить это маленькое волшебное новогоднее чудо. Пожалуй, попробуем. Но и знаете, именно в этих же волшебных книжках были достаточно интересные рисунки. И я помню, как рисунки в моих книжках оживали прямо на моих глазах. Это было снова моя фантазия, но я принес с собой сегодня необычный рисунок. Я прошу каждого из вас представить, что рисунок в моих руках живой. Представили? Тогда внимание. Раз, два, три. Но и тогда же в детстве я стал свидетелем очень странного разговора. Вы знаете, мне удалось услышать очень странный разговор, потому что разговор, который я услышал, оказался разговором двух свечей. Это была одна свеча незажженная, и вторая ее зажженная подружка. Незажженная свеча сказала: «Жаль мне тебя, ты горишь, твой век короток, совсем скоро ты сгоришь, тебя не станет, а я, так как не горю, я буду жить вечно». На что зажженная свеча ответила ей: «Нет, я нисколько не сожалею об этом, ведь я горю, но моя жизнь, она полна смысла. Мой огонь согревает взглядом миллион сердца людей, мой огонь зажигает миллионы других свечей. Мой огонь делает вечер гораздо светлее и теплее, и моя жизнь, она полна смысла». И с этими словами догорела свеча, но оставила она после себя все только самое светлое. Но это было маленькое волшебное начало. Теперь хотелось бы с вами поговорить, наверное, о не менее важном в нашей жизни. Я думаю, что это самые теплые и дорогие воспоминания для нас. Скорее всего, у каждого человека самые важные воспоминания связаны с детством. Вот именно о таком воспоминании хотелось бы с вами поговорить. Что касается лично меня, в моем случае, это был самый первый зимний день году. И знаете, в туннеле падали первые снежинки. Лично я тогда еще не знал, что это такое, поэтому просто подошел к самому отцу и спросил: «Пап, скажи, а что это падает с неба?» Он мне сказал: «Это снег, сынок». Тогда я спросил: «А что же такое снег?» Мой отец попросил принести меня салфетку. И с этим заданием я справился достаточно быстро. И вот, что же он мне показал. Из салфетки мой отец сделал снежинку. Она была гораздо красивее этой, но это не важно. Самое главное, он сказал, что настоящий снег гораздо меньше. Он парит в воздухе, и что самое главное, настоящий снег состоит из воды. И тогда я уже точно знал, что моя зима будет именно тогда, когда я сам этого захочу.
Дорогие друзья, ведь как важно знать, что если веришь и очень сильно желаешь, то нет ничего невозможного. Верьте в чудо и верьте в свою мечту, и она у вас обязательно сбудется. Ну и самое главное, друзья, мне хотелось бы всем вам пожелать лишь только одно, чтобы у каждого из вас в вашей жизни всегда были только самые настоящие чудеса. Друзья, конечно же, всех я пожелаю, всех поздравляю с Новым годом. Спасибо. Ну что, друзья, я надеюсь, вместе с нашим гостем, а точнее с двумя гостями, тремя, ты скольких насчитал, Ой, я завороженно смотрела, как он это делает. Я не понимаю, я видела это 1000 раз, но каждый раз удивляюсь, как маленькая девочка. А ты знаешь, что за время одного шоу Андрей тратит около 4 голубиных жизней? Нет, это, конечно, неправда. У всех голубей у Андрея есть имена, и он с ними очень дружит, выхаживает их с детства, мы все это прекрасно знаем. Давайте наградим аплодисментами. Андрей Петров! Наш маг и чародей, спасибо огромное. Я думаю, что вот сейчас нам нужно сделать еще один волшебный мостик к нашей общей Да, фотографии. и ты знаешь, есть старое доброе выражение, к которому мы с помощью Андрея хотели подвести. Улыбнитесь, сейчас вылетит птичка. Дорогие друзья, птичка действительно скоро вылетит, потому что мы всех вас приглашаем на общую фотографию в холл нашего театра на главную лестницу. Уважаемые дамы и господа, прямо сейчас мы просим вас пройти на главную лестницу для того, чтобы запечатлеть всех гостей, всех участников этого прекрасного вечера.